фотографу Министерства культуры Удмуртской республики Владимиру Николаевичу Исупову пошел 8-й десяток, но он не перестает удивляться тому, насколько богата и уникальна история нашего края. В гостях в Бальзинском районе он впервые, поэтому старается не пропустить ни одной детали интереснейшего путешествия по северу Удмуртии. Пресс-тур «Удмуртия конфессиональная», организованный при поддержке Министерства национальной политики и Дома дружбы народов, отличная возможность для представителей республиканских СМИ коллективно побывать в интереснейших уголках республики. 23 августа журналисты, фотографы-фрилансеры, блогеры провели увлекательный день на родине чепецких татар. Путеводителем по историческим вехам стал имам Кыстымской мечети Ильмир Касимов. В этот день гости побывали в новой и старой мечетях, а также изучили уникальный материал об истории чепецких татар деревни Кыстым в школьном краеведческом музее. У нас 3 мечети, самая большая община у нас Кыстымская. Вы даже, наверное, удивитесь, в Кыстымскую общину почисляют татары и города Глазова некоторые, хотя в Глазове своя мечеть. Чем связано? Потому что выходцы из Кыстыма, все, кто родились в Кыстыме или, допустим, родители родились в Кыстыме, они все причисляют к нашей общине. Хотя проживают в других местностях. Поэтому сказать, сколько у нас прихожан, это сложный вопрос. После экскурсии многие журналисты выразили желание еще раз побывать в деревне Кыстым и поближе познакомиться с культурой и обычаями чепецких татар. Гости признались, что невозможно за один день разложить по полочкам такой огромный пласт информации. Мои предки в 1389 году вышли из Орды служить Дмитрию Донскому, поэтому у меня, естественно, есть интерес к собственной истории, а моя собственная история, естественно, она связана с историей российской, с историей мусульманской, и, естественно, я проявляю такой интерес не на пустом месте. Старообрядцы, мусульмане, удмурты с их языческими обрядами. Вот это все мне очень интересно. Журналисты опубликуют свои материалы, и мы их будем рассматривать, оценивать и каким-то образом поощрим. Но это первый такой пробный этап. Далее, если все пойдет, вызовет такой же интерес у журналистов, то поедем в другие места, допустим, в южные районы, тот же Каракулинский район, к марийцам, к язычникам, кряшеные татары в Граховском районе, допустим, проживают, у Сарапула интересная история русского купеческого города. Много мест в Удмуртии, где любопытно побывать журналисту с точки зрения этноконфессиональных отношений. После увлекательного путешествия по Бальзинскому району журналисты направились в соседний Кесский район. Здесь их ожидало знакомство с деревенской культурой старообрядцев села Кулига.